Он впечатляет масштабами и поражает гармоничностью в пейзаже Татарстана. Одинаково красив, когда над ним сгущаются тучи и печет июньское солнце. Он кажется бесконечным, если лететь низко-низко, и раскрывается совсем по-другому с высоты птичьего полета. Мы находимся на 8-м этапе трассы М12. На сегодняшний день в круглосуточном режиме на 8-м этапе трудится 3800 человек и 900 единиц техники. Рашид Хазипов – один из почти 4000 мостостроителей, руководитель проекта 8-го этапа трассы и один из тех, кто практически ночует на стройке. На сегодня здесь большой командой специалистов построены 27 опор из 28, надвинуто 80% металлоконструкций, параллельно прокладывают ливневую канализацию, очистные сооружения. Скоро будут монтировать барьерные ограждения, ставить шумозащитные экраны. Самые важные работы, которые предстоят в ближайшей перспективе, это завершение строительства опор моста через реку Волга, завершение работ по надвижке металлоконструкций, устройство асфальтобетонного покрытия, завершение работ по строительству малых искусственных сооружений. Два берега Волги не кажутся уже такими далекими, если смотреть на них глазами строителей и стоя на крайнем пролете моста. Совсем немного, и здесь можно будет пройти пешком. На данный момент собрано 36 700 тонн. Это равно 86% общего объема металлоконструкции моста через реку Волга. Планируем завершить работы по сборке и надвижке металлоконструкции пролетных строений в августе этого года. После этого по мосту можно будет пройтись пешком. На автомобиле через 4 месяца. Об этом глава «Автодора» Вячеслав Петушенко говорил Михаилу Мишустину в начале мая. Об этом сегодня с уверенностью говорят наши строители. Участок будет запускаться в декабре. Участок будет запускаться в полном объеме, что позволит передвигаться автолюбителям по всей протяженности. Трасса М12 – это 4 полосы для движения с расчетной скоростью 120 км в час. Через Татарстан проходит 142 км пути. Радик Фархулин, Сария Хабибуллина, ТНВ Татарстан.